Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Ровно 202 года назад царскими войсками под командованием генерала Ермолова был уничтожен село Дади-Юрт, а 15 сентября 1819 года с рассветом Дади-Юрт был окружен царскими войсками. С минарета мечети раздался призыв, жители выбегали на улицу, хватая оружие. Матери наставляли сыновей на подвиг, обещая проклясть их, если они проявят трусость в бою. В этот несчастный для Дади-Юрта день артиллерия начала обстреливать село, царские войска пошли в атаку. Дади-юртовцы защищались отчаянно, каждую саклю карателям приходилось обстреливать артиллерией с близких расстояний в 100 шагов под сильным ружейным огнем и затем брать штурмом, а как только пробивалось малейшее отверстие или осыпалась часть стены дома, солдаты врывались туда и вырезали всех без пощады. Рукопашный бой кинжалов и шашек против штыков произошел такой ожесточенный, какого царским войскам не случалось еще пережить на Кавказе. Царскому командованию пришлось срочно спешить и вооружить часть казаков и послать их в село для подкрепления кабардинских рот. Чеченские женщины и девушки отрезали косы, которыми восхищались многие джигиты, и забивали волосы в дуло ружей вместо пыжей. Очень скоро у защитников кончились ружейные заряды, чеченцы бросались с кинжалами на штыки, но не сдавались. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами, вспоминал Ермолов в своих записках, страницы 87 и 88. Организатор уничтожения Дади-Юрта генерал Ермолов писал в своих мемуарах на странице 88. Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы столько значительной потери, ибо кроме офицеров простиралось оное убитыми и ранеными до 200 человек. В Дади-Юрте погибло четверть царского отряда. Со стороны неприятеля все бывшие с оружием истреблены, и число он их не могло быть менее 400 человек. В плен попало до 140 дади-юртовцев, а во время переправы пленных через Терек, не желая переносить надругательства в плену, погибли, хватая с собой конвоиров в бурную реку, 46 захваченных в Дади-Юрте девушек.